Мы, мусульмане, такие дикие и невоспитанные, но наши старики не умирают в одиночестве, говоря, что их забыли. Мы такие агрессивные и злые, но даже во время сражений нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, процент погибших с обеих сторон составлял от 7 до 10%. Что уж говорить о мирном времени. Мы, мусульмане, такие неопрятные и грязные, но мы ноги моем чаще, чем вы свои лица. Вы постоянно говорите, что мы помешаны на своей религии, фанатики ненормальные, и ничего для мира не сделали. Но как же нитроглицерин? Азотные серные кислоты, аммиачная соль, нашатырный спирт, металлургия, разные методы опреснения воды, различные виды благовоний, мыла. Ведь все это открытие мусульманских ученых. Может, продолжим? Аббас ибн Фирнас является первым человеком, который проложил путь в авиацию, натянув ткань на деревянный каркас, соорудив тем самым первый планер. Исмаил аль-Джазари изобрел коленчатый вал. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъемные машины, водяные часы, фонтаны. Хватит? Нет? Давайте продолжим. Ветряная мельница, водяные и паровые турбины. Это тоже заслуга мусульман. Аль-Харизми написал математический трактат, благодаря которому появилась алгебра. А когда в Европе только появилась медицина, исламский мир опережал Запад в этом примерно на 1000 лет. И ни для кого не секрет, что основателем медицины фактически является Абу Али ибн Сина, он же Авиценна. Отец хирургии Абдуль-Касим аз-Захрави придумал около 200 инструментов, которые применяют в хирургии до сих пор. Скальпель, пинцет, хирургическую иглу, кетгут, гипсовые повязки, пилу для костей и даже шприц. Арабы первыми начали практиковать анестезию. А если вы прочтете труды одного из величайших исламских ученых Ибн Таймии, то поймете, что мусульманские ученые занимались не только богослужением, поверьте мне. Разговоры о том, какие мусульмане дикие, невоспитанные и необразованные, можно продолжать бесконечно. Но было бы немного справедливее, если бы о мусульманах и исламе вы спрашивали бы у мусульман, а не у кого-то другого. Ведь вы никогда не пойдете к ученому в области ядерной физики, если у вас заболит позвоночник. Вы пойдете к врачу. И это правильнее. Я призываю вас к исламу, ибо ислам – это идеальная система для жизни человека. Мир вам. Автор этих строк неизвестен. لا إله